статистические данные, с которыми мы можем сравнить. Вот разница в этом. И тогда мы даем экспертную оценку. Поэтому дело в том, что сегодня, даже когда кто-то выигрывает, всегда есть сомнения, почему не я. Поэтому даже те, которые выиграли, мало того, что они выиграли, у нас должна быть прозрачность по конечному результату. Что они сделали, понимаете, не маленькой штучкой. И эта прозрачность должна быть двухсторонняя, трехсторонняя. И бизнес, и государственная структура, и НПО. Тогда не будет. Спасибо большое. Еще мнение, да? Пожалуйста. Есть мнение, здравствуйте. Конечно, здесь очень интересная правда. На самом деле и вы правы, и правы они. Но я все-таки считаю, мы живем в личных отношениях. Мы все боремся, чтобы наши неправительственные организации наконец встали на ноги, и они были конкурентоспособными. А для этого мы не имеем права отсеивать, правильно сказали, мы можем добавить критерии по оценке работе, но отсеивать это неправильно, потому что мы, получается, оставим слабых, и среди них тоже же есть сильные, которые будут достойны. Поэтому ни в коем случае нельзя отсеивать, чтобы только, как бы сказать, вышел самый сильнейший. Это как раз и в вопросе накладных расходов, я просто пропустила, извините, выскажусь, да? Вот предложение было от юриста, чтобы накладные расходы. Лично, допустим, мое мнение, я против того. Против включения, вот лично против включения накладных расходов. Ну, коллеги, если можно, какие-то вопросы, которые мы будем обсуждать в то время, когда будет обсуждение. Единственное, что я хотел сказать, здесь речь идет, наверное, не о конкуренции между НПО, а между НПО и структурами, которые, ну, по большому, может быть, не являются НПО. Нет, смотрите, очень много есть. Единственная, простите, я закончу. Единственная была здесь аргументация, чтобы именно НПО оградить от конкуренции с бизнес-структурой. Все. Прошу высказаться. Существующая редакция вот слева первой колонки, и вот предлагаемая редакция. Никакой разницы нет. Я просто оставить ту, которая была. Оставить той редакции, которая есть. Хорошо, спасибо. Здесь принято решение. Исполнители заказа, но это несерьезно. И почему бы государству не передоверить авторитетной организации это право, допустим, тому же Международному центру некоммерческого права или другой уже авторитетной, заслужившей доверие организации. Предлагаемая редакция вот это право и дает государственным органам. Спасибо большое. Пожалуйста, Таня. Я поддерживаю это мнение, потому что тут, мне кажется, некорректно там подведомственно, полномоченно, мы доверяем министерству. Оно выдало право, оно имеет право проводить, предлагаемая редакция, мне кажется, поддерживает. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Понятно. Есть еще мнение? Коллеги, по этому пункту я тоже предлагаю вам дать письменные свои предложения и определиться в следующий раз. Итак, завершая нашу работу, я бы хотел, во-первых, сказать, что мы сегодня приняли точно, это мы полностью приняли, принципиально согласились еще с двумя пунктами. Вся эта информация будет на сайте, пожалуйста, можно будет смотреть ее. Участвуйте, пожалуйста, в работе, активно присылайте свои предложения. В следующий раз я просто для информации, те пункты, которые мы приняли, мы включать уже не будем. Хорошо? Это будет. Мы все знаем, что каждый год у нас ноты по казахскому языку, притом двух групп не хватит. Казахский язык каждый, алайбок салат алты, 4 элемента, вот. Также все мы знаем идею, значит, послания президента. А вы спросите, вот я в прошлом году был, меня попросили в Жамбульской области, объехали все области. Я не опытом присыл, Хабаровск, видите, аграрный взяли, я не хочу называть его. Поэтому давайте сделаем, чтобы при разработке мы не претендуем на вашу власть, основную концепцию, идею вы сделаете, а потом пусть НПО вам предложение сделать. Это же не значит, что вы должны обязательно это внести. Но мы предложим, что актуально. Допустим, по правам там, журналистов, по правам инвалидов, по правам... А то у меня сложилось впечатление, у нас самые, в кавычках, вечера это взяли, унизили пожилые люди, потом казахский язык. Он есть во всех правилах, как сказать, введен. Олег, он не только
в других есть. Он сейчас этот порядок существует. Вы знаете, проводится ярмарка социальных проектов, да? Это раз. Второе, все ваши предложения, которые поступают, министерство пытается учитывать. Но кроме тех, конечно, которые поступили позже. Вот сейчас февраль, продолжают поступать предложения, просят включить в государственный социальный заказ этого года. Но уже поздно, конечно.